Задача одна – выход в высшую лигу. Крумкачи, в марте вернувшие себе прежнее название, ближе к осени хотят вернуть и место в элите. Аргумент у тренерского штаба железный. Во втором по силе дивизионе конкуренция сейчас ниже. Белшина, Смолевич и Рух получили повышение в классе. Остается только Гомель. На бумаге все красиво, не забыть бы про овраги. Узнав о необычной тренировке, итоги недели напросились в гости к Воронам. Мало того, отправили корреспондента с соответствующей фамилией – Влада Воронина. Буднее солнечное утро. Старый добрый сок олимпийский. На газоне появляются футболисты Крумкачоу. Совсем недавно клуб вернул себе прежнее название. Игроки снова готовы лететь высоко и глядеть далеко. Сегодня, да, тренировка более эмоционального плана, элемент новизны. Никогда мы в этот бампербол не играли, плюс мы с этой недели уже работаем над скоростью. 3 дня парни хорошо поработали. Всем известно, что эта работа хорошо прибивает, поэтому сегодня-завтра мы делаем маленькими по направленности и по продолжительности тренировки. Игрокам затея тренерского штаба явно пришлась по душе. Хотя, как уверяют люди знающие, для экшена в бампербол нужно играть пожестче. Футболисты же позволить себе этого не могут. Лишний раз нужно избегать стыков. Несмотря на ребятничество и детские забавы, задачи перед командой в грядущем сезоне по-настоящему серьезны. Едва ли не все футболисты твердят в унисон, что любой результат, кроме выхода в элиту, будет признан неудачным. Наш клуб всегда ставит максимальную задачу, поэтому будем стремиться выйти, конечно, в высшую лигу. У нас одна задача – это выход в высшую лигу. Другого варианта у нас нет. Только высшая лига. Только на это нацелено. У нас задача одна – выйти в высшую лигу. Мы будем ее пытаться воплотить. Мне кажется, Гомель, а остальные команды плюс-минус там равны. Но я так выделю только Спутник, наверное, и Локомотив Гомельский. Больше там особо там не с кем бороться. В сезоне 2020 первая лига не выглядит такой тяжеловесной, как годом ранее. Тогда о своих амбициях на повышение в классе заявляли как минимум Белшина, Смолевич и Рух, а также НФК и Спутник. В наступающем сезоне пока лишь Гомель и Крумкачи метят в элиту. В моем понимании, да, я считаю, что в этом году, наверное, будет проще задачу решить тем командам, которые ставят именно выход в высшую лигу. Здесь несколько аспектов. Первый, наверное, это очковая потеря у того же Нефтана. Кто-то с минуса начинает. Правильно, неправильно. Я бы, конечно, хотел выигрывать, по спортивному принципу. То есть мне форы какие-то лишние не нужны. А второе и самое главное, наверное, да, меньше стало команд. Если в том году было сразу 3 команды на выход в элиту, это Белшина, Смолевич и Рух, которые вы назвали, то сейчас, наверное, кроме нас, что мы здесь амбициозная команда ставим, конкретная задача, наверное, насколько я знаю, слышал, стоит только у Гомеля, может быть, у Спутника. Поэтому, да, я считаю, в этом году гораздо проще будет решить задачу, но, тем не менее, все равно надо во всеоружии держаться и быть ко всему готовым. В сезоне 2019 «Вороны», которых потряхивало на старте чемпионата, финишировали вдали от первой тройки. Тем не менее, директор клуба не сомневается, что бюджета на уровне прошлого сезона хватит, чтобы решать самые высокие задачи. Остался на уровне прошлого года. То есть считаю, что достаточно будет средств, чтобы выйти в высшую лигу. Но отпечаток, конечно, накладывают последние события. Надеюсь, что ближе к лету все это вернется, в нужное русло повернется. Коронавирус, что я имею в виду. А как он влияет на команду? Как влияет на команду? У нас партнеры, коммерческие структуры, у них очень трудно стало с бизнесом. После не самого успешного прошлого сезона «Вороны» обновились по всем фронтам. Наконец-то вернули прежнее название Крумкачи. По слухам, Денис Шунто сделал подарок команде на Новый год, а также сменили логотип. Загвоздок как таковых не было.
поговорили с федерацией, решили, что название уже можно возвращать. Вот. Ну и по согласованию прошли переименование в Министерстве юстиции. Да, мне НФК нравился, там перевод интересный был. Крумкачи, так крумкачи, пожалуйста. Серьезные изменения коснулись и состава. Пришли опытные игроки – Гаев, Козека, Лынько, а также несколько молодых футболистов. Самым звездным новичком команды однозначно стал Филипп Рудик, который помимо качества принес в коллектив и крутую атмосферу. Я не знаю, наверное, за последние 5 лет я начинаю чуть кайфовать от этой игры, от футбола, от коллектива, от тренировочного процесса. Пока все нравится, только вот зарплата чуть-чуть поменьше стала. О ершистом характере Рудика наслышаны многие. Кроме него в Крумкачи пришел младший из братьев Лисаковичей Руслан, которого тоже трудно назвать покладистым парнем. Если бы я изначально боялся, я бы не приглашал этих футболистов. А то, что сложный характер, это понятно. 23 у нас футболиста, 3 вратаря, 20 полевых. У каждого психотип разный, темперамент, характер. Они каждая по-своему личности, каждому нужно найти подход. Это уже в первую очередь ко мне, как главному тренеру, вопросы. Ну, с тем же Филом у меня пока и, надеюсь, в будущем никаких нету проблем. То есть все, парень адекватный. Пока все просто супер. Пожалуй, главным разочарованием трансферной кампании для тренера Воронов оказалась неудача с приглашением Артема Концевого. 36-летний игрок принял решение завершить игротскую карьеру и стал помощником тренера в дубле Батэ. Были причины. К сожалению, мы не подписали этого футболиста. Хотел я очень, но тем не менее жизнь продолжается. Надеюсь, что тот же Артем будет мысленно с нами в этом сезоне. Кстати, наставник Воронов Сергей Кузьминич активно принимал участие в тренировочном процессе. Не чурался бегать за футболистами, а также рассказывал байки. Паша, когда я был малой в торпедо Гадина, там у нас массажист был армянин. Он: Араджан, почему я хитрый? Я умный. Наступающий футбольный сезон в первой лиге имеет большое значение для Воронов. Глаз на команду положил российский инвестор, который готов помогать финансами в случае выхода в элиту. На днях Крумкачи представят абонементы на сезон 2020. В клубе обещают, что это будет настоящий прорыв.